Начинали с небольших коммунальных дел, потом занялись лесом. Уже сегодня главяками показывают обновленный столярный цех. Этот народный проект был одним из первых, который реализован на Вуктыле. Сами бизнесмены заявили о готовности и дальше развиваться, и даже расширяться. Выходить на республику, заняться сувенирной продукцией, изготовить линейку сувенирной продукции города, республики, заниматься домовой резьбой, то есть делать в коми-народном стиле. На конкурс от жителей Вуктыла поступило более полусотни заявок, но строгий отбор прошли только 9. Проектов было очень много, и они рассматривались по социальной важности, так скажем, и по созданию новых рабочих мест. То есть лично мной создано, допустим, 4 рабочих места, хотя в проектном, так скажем, варианте заявлено одно. То есть, потому что город маленький, с рабочими, так скажем, местами сложно, и, соответственно, это был акцент. Культура, сельское хозяйство, благоустройство – вот основные направления народных инициатив на Вуктыле. А еще благодаря пусть и небольшому проектику удалось решить жизненно важную коммунальную проблему. Водоколонка в поселке Соплес, там, где не было вообще водоснабжения, поэтому для нас это очень и очень значимо. Но люди очень благодарны о том, что они уже потеряли надежду, что когда-то это будет сделано, там водоколонка. Но на сегодняшний день работы ведутся. Это очень сложно ведь в Соплеске это делать. Это очень труднодоступный населенный пункт, куда можно технику доставить только катерами. Реализация народного бюджета, лично инициированного губернатором, началась еще в 2016-м. За это время проведено 300 собраний, фактически народных сходов, где люди поняли, эти встречи не для галочки. Реальные изменения, вот они, перед ними и их же руками. Появилась некая цепная реакция после того, как мы стартовал программа «Народный бюджет». Она еще активизировала определенное количество граждан, что люди увидели, что действительно они могут получить какие-то средства. По словам главы, суть проекта «Народный бюджет» очень проста. Люди предлагают, реализовывают и, что важно, несут ответственность за свои идеи. Это совершенно другой уровень отношения. Сделанные своими руками, как правило, лучше и бережется. И здесь инициатива главы Сергея Анатольевича заключена в простой. Если раньше инициатива всегда была от органов местного самоуправления, то сегодня жители самостоятельно имеют правила игры, когда могут собраться в своем селе, определить самые значимые больные точки и их реализовать вместе с органами местного самоуправления. Им выделяются частично маленькие средства, но они своим физическим трудом, своим личным участием решают вопросы водоснабжения, автобусной остановки, убирают старые дома. При этом они контролируют расходование средств и, соответственно, и охраняют то, что они сами сделали. А еще только в сфере предпринимательства в Кайгородке, селе Иб, в Ильгарте, Сыктывкаре и Вуктыле появилось 30 новых рабочих мест. Федеральный Минфин уже оценил наш опыт и признал его лучшим среди региональных практик. Роман Истомин, Виктория Палкина, Николай Богданов, телеканал Юрган, Вуктыл.